вперед. Был ему передний борт. Красноярске весна. Вот лужи. Приехал я. Пришлось догонять время ночью, чтобы сюда приехать не ночью, когда уже ничего работать не будет. А в 3 я сюда приехал. Все, созвонились. Купили новые колесики. Это та же фирма, когда мы с напарником приезжали, меняли здесь диск, когда у нас, если помните, кто смотрит, диск у нас возле соска лопнул и спускало. Сейчас нам поставят колесики, все последние, новые, где поменять оставалось, только впереди рулежку. На жопе свежак, на прицепе свежак. Сейчас поставим кардиан еще вперед и поедем дальше. Солнечный Якутск. Задрали. Работа кипит. Короче, нужно поменять будет вот этот пластик, накладку верхнюю и накладку вот этот бублик, который был, бананчик. Вот отсюда и вот отсюда он разлетелся весь. А разлетелся потому что он уже не на защелках вот держится, а держится уже на клепках. Вот видите, вот из заклепок вот этих вот самодельных, вот это пластик, поэтому и разорвало. Если бы были на заводских клепках, вот здесь вот, как вот нижний бублик, он бы просто вылетел, отщелкнулся бы и все, и был бы целый. Также и этот. Но. Короче, нужна вот эта защитка верхняя. Вот она прикручивается. Чик-чик. Болтами. И вот тут она прикручивается. Все вырвалось. И новый бублик вот этот вот, который просто защелкивается. Как бы все можно будет восстановить. Так. Да, ночью пришлось попотеть, чтобы сюда приехать. Ну, зато ночью машин мало. Кемерово вообще там что-то за 15 минут, по-моему, проехал. Засекал. Вообще машин, вообще город мертвый был, просто пустой. Так, тут у нас все смазано. Маслицем я заливал. Ехали. И вот мы сюда и приехали. Сейчас нам один вот колесики отбалансирует. А на запаску поставим покрышку ту, которая осталась у нас с левой стороны. Потому что эта покрышка тоже, на запаске, уже очень несвежая. Там рватая есть резина, кусочки. Да и видно, что она старая. Вот получше баллон поставит. Все ставят. Балансируют и закидывают сюда. А вот наша красота. неписаная.
выдвигаться. Сейчас бумажки подпишем и мчим дальше. Продолжаем движение. Пролетели вчера ночью Канск. Блин, объездная дорога вообще такая ужасная, просто кошмар. Днем таяло, там грязь, такие колеи, блин, кочки, блин, не знаю. Вообще кошмарно, блин. Защитно тебя через город не пускают, блин, и все едут по этой объездной, блин. Если ты это объездной ехать, там в горка есть, кто знает, кто ездил. Блин, вообще, блин. Днем вода потаяла с этой горки. Весь подъем весь во льду, блин. Кто по обочине ползет, кто по встречке ползет, кто как. Хорошо, ночь была, машин не было встречных там. Ну, если были, притормаживали. Ну, это просто ужасно, просто, блин. Я не знаю. Куда они там смотрят, ни грейдером, не знаю, ничем это мне. Ай, у меня даже слов нету. Что, проехали вчера от Канска немного. Стали на стояночку, поспали. Сейчас двигаем на Иркутск. На улице минус 16. Сейчас покажу. 16 мороза у нас. Это солнышко встает. Уже радует. Да. Хорошо. Солнышко это хорошо. Разгрузки. В Ватинске заезжали, заправлялись. Там тоже проблем ничего не было. Быстренько заправились. Народу, кстати, тоже не было вообще никого. Заезжали там же светофор. Закупились в магазин. Заезжали тоже. Все нормально, все хорошо. Шарик встает. Будем надеяться, по-быстрому пролетим в Уральские горы тут. Надеюсь, по-быстренькому пролетим в горы. Встал в 6 утра. Умылся. В туалет. Едем дальше теперь. Встречал наших коллег вчера ночью. Тоже летели. Останавливались, разговаривали. На рефе. Вдвоем только на экспрессе они шли. Блин, колесики ништяк. Новенькие себя показывают. Мягенько идут. Единственный минус новых колес, они по бокам квадратные. Если колея, а таких много на асфальте, то машину кидать начинает. Наезжаешь боками на колеса квадратно начинает кидать вправо-влево. Ну, ничего, зато колеса новые. Не везде такая дорога. Доехали в город Тулун. По объездной вот сейчас еду. Выехало вот такое VIP такси.
Минуточка осталась до Иркутска. Вот. Постамент такой нас встречает. Сольский район. На улице 0. Снега тут уже не видать. Поля уже все. Солнце прогревает, уже даже лужицы везде все вырастающие на полях. Хоть и морозец на улице. Хотя ночью здесь сейчас до 15 градусов ночью. Днем только плюс. Сейчас скоро будем останавливаться. Через часик как раз перед Иркутском. Остановимся, отстоимся как раз. Покушаем и поедем в горы. Если будет, будет светло еще. Хочу поставить камеру, записать полностью дорогу перевала Пултук, и потом сделать отдельное видео на убыстренном прям режиме, чтобы люди посмотрели, какие там подъемы, какие там резкие повороты. По сравнению с Уральскими горами, хоть там и дорога, блин, отличная прям, но подъемы там вообще коварные. Там сколько? Где-то крутого всего где-то километров 60 по сравнению с уральскими 200-километровыми длиной. Но там хоть и дорога там, блин, убитая, но не знаю. Здесь чуть снежок выпадет, все, вы уже никуда не поедете. Там в некоторых местах, если даже просто дождь пройдет, вы уже никуда не поедете. Маленького пропустим. Пускай едет. Спасибо, пожалуйста. Поставим камеру, попробуем сделать обзор всех поворотчиков, точнее всей дороги протяженностью. Там она не длинная, основная там, по-моему, 60 километров от озера, как начинается, и до Иркутска, до развилки, до моста. Там до развилки, до самого до моста уже там лайтово все будет, как бы почти прямая в основном. А так где 60 километров. Попробую записать потом. Надеюсь, никаких казусов не будет. Батареечки вроде зарядил. Если что, где-нибудь остановлюсь там, батарейку поменяю, чтобы записать все. Блин, ну весна уже, блин, классно. Сейчас еду и слушаю, по радио говорят: в Забайкальском крае введен противопожарный режим. Все, нельзя ни шашлыки, ни в бочки, ничего сжечь. Блин, короче, везде штрафы, все. Сегодня у нас 29... 29 или какое? Нет, 30 или 29, я скажу точно. 30. Сегодня 30 марта. Уже через ЧП ввели, блядь. Противопожарный режим. Ну, смотрите, что творится, блядь. Это так они травку выжигают, блядь. И это везде. Уже тут какие-то лесные пожары у них были. Говорят, тушили. Самолет летает, у них тут следит за лесом. Блядь, откуда? Что тут это? Что может загореться, блядь? Тут что, блин, заходишь в снег, в полях лежит лед. Да то они вон и ходят, поджигают сами траву вот эту вот на обочине.
И херачит, уходит в лес, потом начинает лес гореть. Чё за люди, блин? Главное, вы не ходите в лес и шашлыки там не жарьте. А мы будем вон сами, блин, поджигать. Будет уходить в лес. И он будет гореть, а мы потом будем тушить его. Какой-то, блядь, кошмар, блядь. Что за дурдом, блядь. Фигачит прям. Отлично там. Там уже, по-моему, там не трава уже горит, блядь. Уже лес, наверное. Сотрудники ДПС стоят. Горит. Еще, блядь, снег лежит, уже горит у них тут что-то. Сами выжигают траву, по крайней мере, по радио говорили, что у них тут начинается отжог травы под присмотром. Вот почему тут в Забайкалье, блин, горит все, когда еще жары нет, нигде ничего, блин. Они сами выжигают пока траву. Начинает уже и лес гореть. Это на юге, блин, ничего, нет никаких пожаров. Ну, это что такое, как у них тут что горит, блин. А то там лес уже горит, все горит. Как тут может гореть, когда вот этот снег лежит, он лед. А тут не все уже горит. Как-то. Кажется, вот как. Пенза. Лес. И кто-то где-то присматривает. Издалека, видать, смотрят. А то у нас на юге там нельзя шашлыки жарить, шашлыки, в лес не ходить, в лес не ездить. Возможно поворот, ограничение 50. Возможно поворот, вот такие повороты крутые. Блин, ну вид, конечно, прикольный, конечно. Низинка, так раз, овраг. Дорогу делал, вообще вроде ровно, явно ничего нету. Прыг. Мы мастерком их ложили, что ли, не катками улаживали, укатывали, а ногами утоптали, что она вся кривая такая. Ну, смотрите, что творится. Детям спички не игрушки. Взрослым спички даже не игрушки, блядь. Дорожники что-то тут ковыряются. Столбики новые ставят. Последствия выжигания травы. Ну, я думал, что чуть лес выгорел. Ну, ерунда, конечно. Им же трава мешает. Херачит. И лес, блядь, и трава, и все. Вот, и что стало. Деревья посохли. Стоят такие канители.
деревья пообгорели низа. В итоге они высыхают и погибают деревья. И сейчас только март. Моим, короче, возмущением нет предела. Зачем это делать? Зачем они поджигают? Зачем, блядь, лес сами, блядь, сжигают? Чтобы новый нар вырос. Ну, блядь, горит не знаю сколько, блядь. И горит трава. Еще одна машинка ДПС. Недавно я еще одну проезжал. Рудики ДПС работают. Скоро доедем до Читы. По объездной проскочим. И поплем до Сковородино. До поворота на Якутск. Там тоже от 4000 км, по-моему, около 1000. Мы только завтра там пойдем туда. У нас время уже 7 вечера, 19 часов. Что вот так вот. Ну, светло. На улице еще. На улице 0. Минус 2 местами. Короче, погода так себе. Ветерок какой-то, который раздувает пожары. Сколько машин видел, 2 УАЗика пожарных стоят на горке, один стоит там, смотрит что-то, второй стоит, где горит, никого нету, просто не видно ни машин, ни пожарных, ничего. Это называется под присмотром траву жгут, а потом пожарный лес начинает тушить.